Добрый день всем участникам. Очень рада вас сегодня видеть полный зал. Я представляю сеть по управлению отходами WasteNet.kg. Я думаю, кто-то уже это название не раз слышал. На нашем баннере также название и соцсети, где вы можете посмотреть информацию об этой сети. Ну и немного хотела пройтись по теме управления отходами. Влад очень красочно рассказал о тех проблемах, которые сейчас стоят в стране. И это не только у нас в стране, в принципе, вопрос накопления отходов и что с ними делать дальше, это, в общем-то, мировая проблема, и каждая страна решает ее по-своему, но, в принципе, все подходы и пути решения, они одинаковые. Как обстоит у нас по цифрам, да? Влад показал все визуально, как это выглядит с дронов и непосредственно через объектив фотоаппарата. На данном слайде вы видите те цифры, которые описывают ситуацию с накоплением отходами у нас в стране. Но если посмотрите, то с каждым годом, правый верхний угол, с каждым годом все больше и больше твердых бытовых отходов вывозится на свалки. Итого в 2020 году миллион хвостом, да, 175 тысяч, то есть больше миллиона отходов вывезены на свалки. При этом 70% от этой цифры приходится всего на два города. Город Бишкек и город Ош. То, что происходит на свалке, несмотря на то, что у нас по дороге, то есть все равно до свалки какие-то виды мусора разбираются, там пластик и так далее, все равно посмотреть морфологический состав, можно увидеть, что пластик 21% на свалке, которым там совсем не место, стекло, строительные отходы, электронные отходы 10%, стекло 10% и так далее. При этом 406 мусорных свалок, ну, ориентировочно по последним инвентаризациям, и при этом более-менее санкционированных, то есть где соблюдаются какие-то требования экологические и технические, всего 107. Ну что же с этим делать? Да? Свалки растут, отходы вывозятся в все большем объеме. Ну, никто ничего нового не придумал, как все-таки использовать отходы, поменять свой взгляд на отходы. 70-80% отходов можно использовать вторично, то есть перерабатывать и заново пускать в цикл, замкнуть цикл, то есть перерабатывать отходы, снова их использовать и так далее. Что для этого нужно? Ну, понятно, конечно, разделять отходы, то есть раздельный сбор, сортировка, то есть посмотреть те отходы, которые можно перерабатывать, которые нельзя перерабатывать. Для нас сейчас не проблема, да, что у нас макулатуру спокойно перерабатывают в туалетную бумагу. Для нас это понятно, нормально и так далее. То же самое касается и других видов отходов. Пластика, стекла, шин и так далее. Как сейчас у нас, в общем-то, в стране происходит процесс сбора сырья? Весь мусор собирается, все в одни баки, в одни контейнеры, все вывозится на свалку. А вот на свалке уже какая-то сортировка происходит, какие-то ценные фракции добываются, вторичное сырье добывается, и вот в этом вот грязном виде какая-то часть все-таки попадает на переработку. И очень небольшой процент там разбирается до свалки. Что важно сделать, чтобы как-то решить проблему со свалками, то есть с попаданием отходов на свалку? Раздельный сбор и направление вторичных отходов на переработку. Соответственно, поток отходов, попадающих на свалку, будет гораздо меньше. Вы сейчас, наверное, не раз видели, да, то, что сейчас уже стоят такие зеленые сетчатые банки, куда предлагается выбрасывать пластиковые отходы. И вот как бы тот материал, что из них получается. Что в рамках нашего проекта, почему начался этот проект и какие у нас основные задачи и что мы хотим добиться? Ну, во-первых, проект и сеть по управлению отходами WasteNet.kg, она реализуется при поддержке Международного фонда Кока-Колы. Международный фонд Coca-Cola в 2018 году объявил глобальную инициативу «Мир без мусора».
То есть они взяли на себя обязательство, что к 30 году всю ту тару, которую они будут выпускать на рынок, она вся будет перерабатываться. Соответственно, социальными проектами в разных странах они поддерживают этот процесс. Что важно у нас в проекте? Ну, во-первых, создание и поддержка деловой сети WasteNet KG, то есть проблема не решается каким-то одним ведомством или каким-то одной группой людей там, или организаций и так далее. Это проблема любого и каждого. Мы в основном работаем, конечно, с хозяйствующими субъектами, соответственно, в нашу сеть входят те организации, которые в той или иной мере или производят отходы, да, ну, как упаковочная тара, или формируют отходы, или, наоборот же, занимаются сбором и переработкой. Сейчас в организации 88 организаций, это сектор хорика, отели, рестораны, кафе, это производственные предприятия, как сельскохозяйственные и производственные, это вузы, это банки, ну или даже просто офисы каких-то проектов. Раздельный сбор. Конечно, с хозяйственными субъектами, которые вошли в эту сеть, у людей уже был интерес, они уже понимали эту проблему и хотели внести свой вклад, и готовы вносить свой вклад именно в вопрос борьбы с накоплением отходами. То, что сейчас видите фотографии, это не из интернета, это наши родные банки. Такие вот стоят бишкеки круглые, как шарик стоят в караколе, где уже собираются пластиковые отходы, и при этом они точно не попадают на свалку, так как ставят их сами переработчики, которые их же забирают и перерабатывают. Чем помогает раздельный сбор? Ну, во-первых, это чистая продукция, соответственно, вторичное сырье гораздо чище, гораздо качественнее. Во-вторых, меньше используются природные ресурсы, вода и так далее. То есть помыть бутылки после свалки или взять ее чистую, ну, две большие разницы. Здесь фотографии тех, кто уже внедрил у себя систему раздельного сбора. Ну, понятно, что система раздельного сбора — это не только поставить баки и все, да? Это все-таки учет того, что ты сдал, обязательное введение. Это, конечно же, договора с переработчиками, которые забирают эти отходы уже конкретно на переработку. То есть ты берешь на себя уже ответственность за то и гарантируешь, что то, что ты раздельно собрал, виды отходов, они точно не попадут на свалку. Отель «Жаннат», 2 отеля и в горах, и здесь в городе уже внедрили у себя систему раздельного сбора и управления отходами. Отель «Орион». Ну, внизу фотографии тоже примера. Это как раз КТУ, которые уже приобрели 300 таких вот раздельных, 30, извиняюсь, 30 ведер для раздельного сбора. И, соответственно, уже заявили о том, что они хотят и готовы что-то изменить у себя. Ну и фотография справа — это города Ше, тоже пункт приема, где тоже предлагается для жителей уже раздельного сбора. Ну и зеленая АУЦА. Хотелось бы отметить, что как раз АУЦА у нас в рамках нашей грантовой поддержки получил поддержку для того, чтобы реализовать проект «Зеленая АУЦА», который успешно реализован. И вы видите, что здесь как раз стоят такие разноцветные урны, ну и много других было мероприятий реализовано, в том числе сданы батарейки, макулатура и так далее. В рамках сети WasteNet предполагается экологическая маркировка, то есть на основе экологической сертификации. То есть те организации, хоссубъекты, которые уже внедрили у себя систему управления отходами, получают наш лейбл как наилучшая практика управления отходами. И как раз вот в апреле прошлого года 8 таких организаций, субъектов получили официальные лейблы, то есть они маркированы как уже имеющие систему управления, в том числе и, конечно же, АУЦА. Переработка вторичного сырья. Какая основная цель? Это превращение отходов во вторичную продукцию, да, то есть, которую дальше можно использовать в продукцию, то есть уже как сырье использовать, энергию или продукцию с определенными потребительскими свойствами. Ну, здесь на слайде, конечно, использован пластик,
как пластик это основной вид отходов, которым является загрязнитель по всему миру. И сверху видно, что любые бутылки, банки, крышки, все это перерабатывается. И у нас перерабатывается, опять же, справа из них шланги, делается не с интернета картинка, а картинка с предприятия-переработчика, который действительно это реально делает. И, соответственно, видно цикл бутылки, то есть сколько раз можно бутылку использовать и сделать из нее следующую бутылку. Ну и флекс, который получается как вторичное сырье для того, чтобы дальше делать те же бутылки. В рамках нашего проекта мы поддержали несколько переработчиков для того, чтобы улучшить процесс их работы. То есть было приобретено малогабаритное оборудование, машина, пресс, мойка, ну и проведены, соответственно, семинары, консультации и так далее, для того, чтобы узнать больше времени. Ну, вот всего за 2 месяца можно увидеть, да, сколько отходов было собрано. Ну и просто картинки для вашего внимания, да, то есть пресс и так далее, то есть как идет переработка отходов на наших заводах. Это наши заводики, маленькие такие, небольшие предприятия, но все-таки как перерабатываются отходы. Ну, вот, к примеру, как перерабатывается битое стекло, да, и что на выходе получается. Тоже были поддержаны очень интересные неправительственные организации, представили свои идеи. И вот, как видите, в баклажке дело, как раз сегодня Женя Постнова вам уже непосредственно на практике это покажет. Солнечные коллекторы из бутылок, как можно сделать у себя в быту. Да? То есть очень интересные проекты были, видеоролики, посты. Все это вы можете увидеть в наших соцсетях, познакомиться, и очень много видеороликов снято как раз о процессе переработки отходов. Ну и, конечно, это выставка «Вторая жизнь» в рамках нашего проекта, тоже Владом Шиковым была сделана вот эта фотовыставка, в которой вы можете ознакомиться с представленными нашими картинами. Ну, семинары, акции всегда проводим, всегда ждем всех, кому это не безразлично. На этом все. Спасибо. Будут вопросы?